Квалифицированная медицинская помощь в комфортных условиях. В станицах Черноярской и Новоостинской появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Строительство объектов начали в конце апреля и завершатся они уже к августу. На эти цели в рамках национального проекта здравоохранения выделили 12 миллионов рублей. Хетак Плиев расскажет подробнее. Пока здесь строительный мусор, на стенах свежая штукатурка, но через 2 месяца будет готов кабинет терапевта. Новый фельдшерско-акушерский пункт придет на замену амбулатории, которая больше 30 лет принимает жителей станицы Черноярская. В станице проживает более 800 человек. За медицинской помощью приходится обращаться в амбулаторию, которая располагается в здании бывшего общежития. Появление нового фельдшерско-акушерского пункта – хорошая новость для жителей станицы. Там просто неудобно то, что он находится в общежитии. В учебное время там, и студенты, и неудобно просто жителям туда ходить. Там и ступеньки, не очень удобно, допустим, для инвалидов. Здесь он будет находиться отдельно, на отдельной площадке, удобно подъехать, подойти туда с колясками, дети, с маленькими детьми. В общем, рады жители, да? Рады безумно. Такой же фельдшерско-акушерский пункт строится и в соседней станице Новоосетинской. Возведение ФАПов идет в рамках нацпроекта здравоохранения. Объекты строятся по единому образцу. Из средств на эти цели заложено одинаково – по 6 миллионов рублей на каждый ФАП. Работы начались в конце апреля. В этой станице этот ФАП очень был необходим. Село преображается. Благодаря таким стройкам, благодаря программе федеральной, республиканской, очень был необходим. Сдать фельдшерско-акушерские пункты должны 1 августа. Жители станицы Черноярской и Новоостинской будут получать квалифицированную медпомощь уже в комфортных условиях. Хетак Плиев, Алан Суанов, Новости сети.